Марк Твен, Том Сойер. Глава 9. Страхи и ужасы. Это было кладбище старомодного западного типа. Оно находилось на холме в 1,5 милях от деревни. Ветхая деревянная ограда вокруг него погнулась местами внутрь, местами наружу, но нигде не держалась прямо. Кладбище заросло травой и бурьяном, все старые могилы осыпались, ни одного надгробного камня не оставалось на месте. Источенные червями кресты на могилах покосились, требуя опоры, но не находя ее. Когда-то на них были надписи «Здесь покоится» и так далее, но теперь на большинстве из них нельзя было бы прочесть ничего даже при дневном свете. Слабый ветерок стонал между деревьями, и Том испугался, не души ли это покойников жалуются, что их потревожили. Мальчики мало говорили, да и то чуть слышным шепотом, так как и время, и место, и окружающая торжественная тишина импонировали им. Они скоро нашли свежую насыпь, которую искали, и спрятались под 3 большими вязами, росшими группой в нескольких футах от могилы. Они ждали молча в течение долгого, как им показалось, времени. Отдаленное угуканье филина было единственным звуком, нарушавшим мертвую тишину. Тому стало невмочь. Он должен был заговорить, и так он сказал шепотом: «Как ты думаешь, Гек, нравится мертвецам, что мы здесь?» Геккельбери шепнул в ответ: «Почем я знаю? А страшновато здесь. Как по-твоему?» «Еще бы!» Наступила продолжительная пауза, в течение которой мальчики обдумывали про себя этот вопрос. Затем Том прошептал: «Послушай, Гек, как по-твоему, слышит Гос Вильямс наш разговор?» «Разумеется, слышит. По крайней мере, дух его слышит». Том, помолчав, прибавил: «Лучше бы мне сказать мистер Вильямс, но я не хотел его обидеть. Все называют его Гос». То-то вот. Надо 10 раз подумать, когда говоришь о покойнике, Том». Это укоризна снова положила конец разговору. Вдруг Том схватил товарища за руку. Шш! «Что такое, Том?» Мальчики невольно ухватились друг за друга сильно бьющимися сердцами. Шш! Вот, опять! Да неужто не слышишь? «Я... Вот, теперь слышишь?» Господи, Том, это они идут. Они, наверное... Что нам делать?» «Не знаю. Ты думаешь, они увидят нас?» «Ох, Том, они видят в темноте не хуже кошек. Лучше бы нам не приходить». «Ну не бойся. Я думаю, они нас не тронут. Что мы им сделали? А если будем сидеть смирно, может быть, и не заметят». «Постараюсь, Том. Ну, Господи, я весь дрожу». «Слушай». Мальчики пригнули головы и слушали, чуть дыша. Глухие звуки голосов доносились с дальнего конца кладбища. «Смотри, смотри!» — шепнул Том. «Что это?» «Это чертов огонь! Ох, страшно, Том!» Какие-то темные фигуры приближались, размахивая старым жестяным фонарем, рассыпавшим по земле бесчисленные блестки света. Вдруг Геккельбери прошептал с ужасом: «Это черти, наверное. 3. Господи, пропали мы, Том! Может, прочесть молитву?» «Попробую. Только не бойся. Они нас не тронут. Отходя ко сну...» «Что такое, Гек?» «Это люди. По крайней мере, один из них. Я слышу голос старого Мэфа Поттера». «Да ну, ты уверен?» «Ручаюсь. Он! Не шевелись, не ерзай. Он не так зорок, чтобы заметить нас. Пьян по обыкновению, старый хрыч». «Ладно, я буду сидеть смирно. Ну вот, стали. И ищут чего-то. Заторопились. Опять стали. Опять заторопились. Спешат во всю мочь. Теперь взяли вправо. Слушай, Гек, я узнаю и другой голос. Это индеец Джо». «Он и есть, проклятый метис. Лучше бы повстречаться с чертом. Что им тут понадобилось?» Шепот прекратился, так как 3 людей подошли к могиле и стояли теперь в нескольких шагах от убежища мальчиков. «Здесь», — сказал 3-й голос, и обладатель его приподнял фонарь, осветивший лицо молодого доктора Робинзона. Поттер и индеец Джо принесли с собой носилки, на которых лежала веревка и пара лопат. Они положили на землю свою ношу и принялись разрывать могилу.
Доктор поставил фонарь в головах у нее и уселся под вязом. Он был так близко от мальчиков, что они могли бы дотронуться до него. Живи, ребят. Сказал он вполголоса. Луна того и гляди, выйдет. Они что-то проворчали в ответ и продолжали рыть. В течение некоторого времени слышен был только шорох лопат, сбрасывавших землю и песок. Было очень томительно. Наконец лопата с глухим деревянным звуком ударилась о гроб, и спустя минуту люди вытащили его из могилы. Они сняли крышку и грубо вывернули труп на землю. Луна выглянула из-за тучи и осветила бледное лицо. Приготовили носилки, уложили на них тело, накрыли его одеялом и привязали веревкой. Поттер достал большой нож, отрезал болтавшийся конец веревки и сказал: Ну, Косторез, проклятая работа готова. Выкладывайте еще 5, или дело не выгорит. Правильно. подтвердил индеец Джо. Слушайте, что это значит? Сказал доктор. Вы потребовали плату вперед, и я заплатил вам. Да, вы еще кое-что сделали. Сказал индеец Джо, подходя к доктору, который встал. 5 лет тому назад вы меня выгнали из кухни вашего отца, когда я зашел однажды вечером и попросил чего-нибудь поесть. Вы сказали тогда, что я не с добром пришел, а когда я поклялся, что отплачу вам хотя бы через 100 лет, ваш отец засадил меня в тюрьму, как бродягу. Вы думаете, я забыл это? Нет. Во мне недаром индейская кровь. Теперь вы попались в мои лапы, и я с вами разделаюсь. Будьте покойны. Он грозил кулаком, поднося его к самому лицу доктора. Тот размахнулся и сбил с ног негодяя. Поттер выронил нож и крикнул. Не смей бить моего товарища! Он схватился с доктором, и они стали бороться, напрягая все силы, топча траву, роя ногами землю. Индеец Джо с горящими от бешенства глазами вскочил, схватил нож Поттера и, подбираясь как кошка к дерущимся, выждал удобной минуты. Доктор вырвался, схватил тяжелую доску с могилы Уильямса и ударом ее свалил Поттера. В ту же минуту Метис кинулся и всадил нож по самую рукоятку в грудь молодого человека. Доктор упал, задев при падении Поттера и обливая его своей кровью, и в ту же минуту тучу окутали мраком ужасное зрелище, а перепуганные мальчики бросились бежать в темноте.